Ну и тогда давайте я перейду к презентации следующего руководства. Это руководство по пищевой безопасности. И вы знаете, это руководство разрабатывалось совместно с замечательной женщиной, очень квалифицированной Ладой Николаевной Рождественской, которая является завкафедрой Новосибирского технологического института, института как раз по вопросам пищевой безопасности и так далее. Да, она должна была быть видеолекция, но на самом деле, к сожалению, сейчас Лада Николаевна находится в Китае, и, как показала практика, Китай и интернет — это не совсем совместимые вещи, поэтому получается, что буду рассказывать я, но в любом случае все рекомендации, которые мы получим здесь от вас, мы передадим и Ладе Николаевне точно так же. Содержание публикации. Вы знаете, если честно, это одна из моих любимых публикаций. И мы вот с Владимиром долго думали по поводу того, что, это, наверное, не совсем может быть фокус, но все-таки давай-ка издадим эту публикацию, потому что она значима, и она нужна для каждого человека, и вне зависимости от того, что учитель это, педагог, или просто родитель, или просто человек, который ест каждый день, да? И вот обратите внимание, какие блоки мы на сегодняшний день выделили в рамках этой публикации. Первое — здоровое безопасное питание. И сюда я расскажу про каждый из этих блоков чуть подробнее. Да? То есть это пирамиды здорового питания, правила тарелки, полезные добавки в питании и так далее. Ужасно интересный момент, и мы сюда интегрировали много современного, нового в диетологии, в подходах о том, каким образом организовать свое питание максимально здоровым образом. Загрязнители и ксенобиотики в пище. Мы с Владимиром и экологическое движение «Биом» занимаемся уже очень давно вопросами загрязнителей в пище. Да, это тяжелые металлы, нитраты, пестициды и так далее. Вот об этом тоже здесь пойдет речь. Питание и здоровье. Каким образом функционирует микробиом, да, микроэкосистема нашего организма. Да, вы правы. Речь вот здесь вот в питании и здоровье мы будем говорить больше о микросистеме организма. Каким образом вот можно наладить, да, микробиоту организма за счет определенного образа питания. Да? А здесь что необходимо, то есть это базовые правила, нутриенты, что нужно есть, сколько, когда, чего, да, и так далее. И вот здесь обратите внимание, есть блок, связанный с лекарствами и питанием. Да? То есть лекарства или вопросы, связанные с как не навредить себе, да, как разобраться вот в этом море лекарств, это некоторый такой навигатор, да, о том, как их правильно употреблять, как в них разбираться. Вы знаете, мы поставили вот это больше, да, потому что это базовые основные вещи, а тут уже нюансы, детали. Упаковка и посуда – это все, с чем соприкасается питание, да, то есть продукты. Вот здесь, вы знаете, важная глава – это советы родителям и учителям о том, как организовать, например, как сформировать школьные ланчи, да, определенные тесты, да, как поддерживать здоровое питание, план сокращения сахаров добавленных и многое другое. Вот, коллеги, начнем, давайте вот с чего. Вот обратите внимание, я привела вам много разных рисунков. Скажите, пожалуйста, какой бы завтрак вы выбрали для своего ребенка? Все, отлично. Есть еще какие-то варианты? Пожалуйста, завтрак для ребенка выбираем. Ага. Каша, яйца, молоко, еще творог, ага, еще. Почему мы не выбираем вот это? Дети должны выбирать, отлично, хороший подход. На основании чего строился выбор? Почему мы это выбрали, а не что-то другое? Калорийность, да, критерии, безопасность, да, то есть мы говорим о критериях, как мы выбираем, как мы создаем, да, вот продукт, питание, да, на основании чего? Безопасность, калорийность, что еще? Полезность, совершенно верно, отлично. И вот точно так же на основании этих же критериев была подготовлена пирамида питания. Разрабатывали ее диетологи. Первая пирамида питания, это Гарвардская школа еще была, и там вот построили пирамиду питания на основании того, что вот на основании потребностей человека, да, в тех или иных веществах.
И вот выстроили, на сегодняшний день существует много пирамид питания. И я привела просто две разных, да, это европейская пирамида питания стран Европейского Союза и японская пирамида питания. Понятно, что они отличаются. Наша специфическая кыргызстанская пирамида питания, к сожалению, пока не разработана. Но я думаю, что через какой-то момент диетологи шагнут и в эту сторону, и тоже с учетом наших особенностей и специфики будет разработана пирамида питания, характерная именно для, ну, я не знаю, для Центральной Азии, для Кыргызстана и так далее. Вот какие основные принципы. Но обратите внимание, что базовый, да, это самый большой уровень, это те продукты, которых нужно потребить больше всего в течение дня, это злаковые и, конечно, это овощи. Обратите внимание, не сладкие, да, овощи. Дальше идут фрукты, да, тоже другие злаковые. Белый хлеб у нас находится вот здесь вот выше, то есть его не надо есть много. Да. Дальше пищевые жиры, орехи, семена, рыба, птица, смотрите, и мясо, да, она практически на верхушке, то есть не так много по сравнению с овощами злаковыми. Ну вот заметьте, да, сразу уже поняли. И вот здесь вот на самой верхушке находятся сладости, с чем я, конечно, категорически не согласна, но это так, да, то есть сладости, они находятся на самой вершине, и их нужно употреблять довольно небольшое количество. Вот диетологи измеряют это в основном в порциях, да, одна порция это горсть, да, и получается, что вот этих вот продуктов питания 6-11 горстей в день, да, 6-11 порций, а вот, например, сладких одна. Ну, то есть соотношение, для того, чтобы мы увидели вот это соотношение. Но при этом сейчас практически все диетологи заявляют вот об этой вот важной вещи. Обратите внимание, это стакан воды. Да, стакан воды и двигательная активность. Да, вот побейте воды. Норма потребления воды не менее 1,5 литров в день, да, но для человека, который весит там больше 60 килограмм, это 2-2,5, а в нашем жарком климате это вот, ну, 2-2,5 точно. Норма потребления зерновых не менее 400 граммов в день, а овощных не менее 500. Ну, то есть, если взрослый человек потребляет где-то в среднем килограмм, полтора килограмма пищи, то обратите внимание, если придерживаться вот этих вот подходов к здоровому питанию, то практически килограмм у нас уходит на злаки и на овощи, да? И это вот, ну, как подход, который точно так же прописан детально в этой книге. Вот вы знаете правило тарелки. Это очень простое правило, но оно показывает базовые основы, что сделать, чтобы ваше питание было правильным и здоровым. Ну вот мне очень нравится этот подход 5 цветов. То есть на тарелке желательно, чтобы были продукты питания, которые представляют не менее 5 цветов. То есть вы посмотрели на тарелку и уже сразу поняли, здоровая, нездоровая, сбалансированная или нет. Потому что чем больше цветов, тем больше разнообразия. Человек должен питаться разнообразно. Чем больше разнообразия в еде, тем больше, соответственно, микроэлементов необходимых вы получите с пищей, витаминов и так далее. И почему, кроме того, обратите внимание, тарелка разделена вот на вот эти вот зоны, да? И вот если мы посмотрим на тарелку, то половина тарелки должна занимать, должно быть овощи, половина тарелки. А 1/4 это белок, то есть это рыба, мясо, грибы, вот здесь тоже есть, яйца. И вот это 1/4 это гарниры. То есть это злаки, да, злаки, ну вот здесь вот даже картофель есть чуть-чуть тоже. Вот по поводу картофеля большие споры, то есть кто-то сейчас ставит его повыше в пирамиду питания, кто-то оставляет внизу, но много зависит от того, как его приготовить. Если в духовке, калорийность меньше и так далее, если жаришь, про жарку это отдельный вопрос, я тоже хотела вам об этом сейчас чуть подробнее сказать. Полезные пищевые добавки. Коллеги, я тут не удержалась, и, если честно, мы интегрировали в это руководство очень современные подходы. Вот спасибо тоже Ладе Николаевне, которая рассказала об этом. Ну, для Кыргызстана первое – йод, да, полезная пищевая добавка, которая для нас важна. Мы находимся практически в центре континента, далеко от морей, океанов. Пища у нас бедна этим микроэлементом. И вот то, что вы слышите об обогащении муки, соли, йодом, это как раз об этом.
антимутагены, то есть это все, что касается там красных продуктов питания, это то, что снижает количество свободных радикалов у нас в пище, да, и в основном антимутагены содержатся в овощах и фруктах, да, ну, в соках свежевыжатых в том числе. Ну, ферментные комплексы. Вот то, что касается ферментных комплексов, обратите внимание на вот этот подход. Да, это новый подход, это так называемая микрозелень. То есть речь идет о том, что вот вы выращиваете до первых 2 листочков. То есть не целый салат, да, и салатные листья, а первые 2 листочка, то есть маленькие вот эти вот, или только проклюнувшиеся семена, да, или вот буквально совершенно маленькие такие ростки. И употребляете в пищу именно их, потому что в это время максимальное количество ферментных комплексов работает и очень активно. И потребление вот такого вот продукта куда полезнее, чем уже большая готовая зелень и так далее. Иммуномодуляторы. Вот вы знаете, это вообще на самом деле открытие традиционной китайской медицины, которая говорит о ряде грибов, да, и это грибы рейши, да, и многие другие, целый перечень. И вот действительно ученые обнаружили, что грибы, особенно целлюлозоразрушающие, содержат в себе вот такой вот интересный элемент, который называется бета-глюканы, да, вещество. И вот бета-глюканы – это вещество, которое способно улучшать, да, наш иммунитет, с одной стороны, а с другой стороны, очень эффективно, как говорят, в борьбе с раком. Вот, например, Лада Николаевна говорила о том, что на основании вот этих рекомендаций сейчас в Новосибирске, в больницах, где с заболеваниями онкологии, каждый день в меню входят вешенки. Да, то есть это грибы целлюлозоразрушающие, потому что они содержат бета-глюканы. Ну и пробиотики и пребиотики, о них мы тоже отдельно чуть позже поговорим, уже вот в той 3 главе. Коллеги, как вы считаете, какое яйцо более полезно? Какое? Это? Вот это? Или вот это? Вот это? Кто считает, что вот это? Руки поднимите. Вот это? Вот это? Так, отлично. Средняя, кто считает? Отлично. А кто первая? Хорошо. На основании чего? Почему? Цвет. Похоже, более, вот эти более на домашние, да, похоже? Смотри. Да. Средняя, которая более желтая. Действительно, от цвета желтка зависит содержание микроэлементов. И вы совершенно правы, когда реагируете на основании цвета желтка. Вы говорите, ну да, это вот есть такой момент. И вот на самом деле, чем разнообразнее рацион у курицы, тем более насыщенного цвета желток. И куры, которые едят обычно только пшеницу, у них желток вот такой. Да? Если в их рацион добавлена зелень там, и так далее, то желток более оранжевого цвета. Но когда мы видим вот такой насыщенно оранжевый цвет, близок к красному, то здесь тоже есть определенные риски, потому что по большому счету, ну вот вы знаете, что, помните, у нас вот есть жмыхи, да, всякие от производства сахаров, да, вот сахарной свеклы. Вот чаще всего это, если кур кормят вот этими жмыхами, то оно похоже на это. И опять же, если добавляют различные пищевые добавки, то скорее всего у них яйцо будет вот более такого насыщенного цвета. Поэтому, конечно, золотая середина вот в эту сторону, она более, ну, верна, что ли, потому что более блеклый белок, да, желток, он говорит о недостаточном количестве микроэлементов в яйце. Но это вот то, о чем мы сейчас говорим, да, что оранжевый, ярко-оранжевый белок может содержать в себе различные ненужные для нашего организма микроэлементы. И вот об этих ненужных мы сейчас с вами и поговорим, что перечень загрязнителей на сегодняшний день, или ксенобиотиков, от слова ксенос, чужой, да, он довольно большой. Это и тяжелые металлы, кадмий, свинец, ртуть и так далее. Это генетически модифицированные организмы, это пестициды, нитраты, пищевые добавки. Вот о всех этих вещах мы попытались указать и прописать, как правильно сделать выбор, чтобы не нанести вред своему здоровью. Например, тяжелые металлы. Ну вот вы знаете, когда у меня дочка была маленькая, мы покупали молоко все время у одной моей соседки.
тети Гули, у нее была корова, и вот каждый вечер у нас были долгие дискуссии о том, где же паслась ее корова. И если ее корова паслась, не дай бог, недалеко от трассы, да, вот где дороги, да, где ездят машины, ни в коем случае это молоко не покупалось. Да, и тетя Гуля потом уже знала и говорила: ой, да, все нормально, мы паслись далеко. О чем речь? Дело в том, что вот недалеко от проезжей полосы, буквально там метров 5-10, скапливается максимальное количество тяжелых металлов, которые используются в качестве присадок в топливо, да, в автомобильное. И именно в этой полосе нельзя использовать траву для стравливания скоту, да? Нельзя собирать грибы, потому что грибы, молоко, другие жиросодержащие, ну, молоко и так далее, жиросодержащие компоненты, они как раз накапливают тяжелые металлы. Тяжелые металлы потом довольно сложно вывести из организма. Они обладают эффектом накопления, да? То есть они входят в наш организм и, ну, как бы встраиваются в различные процессы, в том числе там, и в нервную систему, в жировой ткани откладываются и так далее. Вот то, что касается генетически модифицированных организмов. Сейчас большая дискуссия по поводу ГМО, да? Ну что, ГМО накормит человечество или в итоге наоборот, да, создаст такие проблемы, с которыми мы потом не будем знать, что делать? Конечно, мы отразили этот вопрос в этой публикации, но позиция, например, нашей организации, как и позиция Конвенции по сохранению биоразнообразия в том, что к ГМО нужно относиться крайне аккуратно и осторожно, потому что ведь что такое ГМО? Это когда в генетический код, да, материал одного организма вносятся различные факторы, да, различные гены из другого организма. Там, ну, например, гены медузы внесены в клубнику для того, чтобы клубника более хорошо реагировала на мороз, да, на заморозки и так далее. Вот использование ГМО привело к тому, что больше используется в мире пестицидов, потому что ГМО устойчивее к пестицидам, чем другие сорняки. И в этом смысле читайте этикетки, будьте осторожны, но мы считаем, что ГМО, по крайней мере для детей, ни в коем случае не должно быть использовано, и особенно, тем более на территории в школьных столовых. Нитраты. Ну, селитра, нитраты мы любим с вами посыпать, да, вот различными такими удобрениями овощи, и, к сожалению, в Кыргызстане это очень распространено. Мы совместно с Индирой Джакыповой делали большое исследование по поводу использования нитратов, пестицидов в сельском хозяйстве, и то, каким образом все это используется, это оставляет желать лучшего. Если кому-то интересны результаты этого исследования, я с большим удовольствием поделюсь ими, да? Но речь идет о чем? О том, что да, нитраты, к сожалению, особенно в весенний период, у нас ну, частые гости в наших овощах, в основном в овощах, да, зелени. Даны очень четкие примеры, каким образом можно определить зелень, которая содержит нитраты. Ну, сейчас это стало еще проще, существуют нитратомеры специальные, это такие небольшие приборчики, при помощи которых можно измерять содержание нитратов. Но даже если у вас нет этого приборчика, ничего страшного. Здесь приведены примеры о том, как можно снизить содержание нитратов благодаря совершенно простым вещам. Там вот порезали картошку, положите ее в воду, она там побудет минут 10, все, содержание упало. Или там почистите правильно, срежьте верхушку и хвостик у морковки, тогда количество нитратов снизится на порядке. И так далее, и так далее. То есть таких примеров в качестве рекомендаций приведено довольно много в этой публикации. Ну вот то, о чем я говорила, это способы очищения овощей от нитратов. Вот, коллеги, оценка рисков. Вот давайте посмотрим. Молоко. Какое молоко вы выберете? В пакетике. В тетрапакетике. Ага. Кто еще? Коробку. Так, а это? В пакетике, да? В среднем больше информации. Отлично. Хорошо. А вот в пакетике, как вы считаете, вот тут не видно просто, может, не видно. А если я вам скажу, что, например, такое молоко будет храниться 2 месяца? Нет, конечно, да. То есть дело в том, что на сегодняшний день рынок работает таким образом, да, чтобы максимально долго сохранить продукты питания.
И точно так же вы можете встретить довольно большое количество таких продуктов в любом магазине, в который вы заходите. И молоко, которое хранится по 2-3 месяца, это тоже довольно распространенное явление. Но за счет чего достигаются такие эффекты? Эти эффекты достигаются за счет применения пищевых добавок. Действительно, на сегодняшний день есть большой перечень. Химическая промышленность разработала огромный перечень пищевых добавок. И они используются для разных вещей. Они используются для того, чтобы моделировать вкус. Да? Они используются для того, чтобы продукты питания могли как можно дольше сохранить свои основные свойства, и можно было их продать. Ну, молоко – это один из примеров. Но вы знаете, что существует практически огромный перечень. Это и колбасы, это и сыры, сметаны и так далее, и так далее. И на сегодняшний день есть определенный ряд пищевых добавок, которые запрещены. В Кыргызстане запрещено 5 пищевых добавок. Вот они. Но в Российской Федерации запрещено гораздо больше пищевых добавок. То есть вот эти вот законодательно у нас запрещены. В России запрещено их больше, в Европейском Союзе запрещено их там около 300. Вот перечень пищевых добавок. Как читать вот эти космические цифры Е с цифрами, да, вот об этом тоже прописано в этой публикации, вы можете обратить на это внимание. Ну вот единственное, я хотела только как пример привести вот эту вот добавку Е621, это глутамат натрия. Вот эта пищевая добавка вызывает привыкание, то есть она используется практически везде как усилитель вкуса, да, то есть нам приятно есть вот эти продукты питания с таким вкусом. Ну вот, например, чипсы. Ну стоит открыть этот пакет, не остановишься же, ты их ешь, да? То есть на самом деле потом эти добавки, они усиливают вкус, они усиливают вот это наслаждение, да, от еды, и в результате они потом вызывают привыкание. То есть еда более пресная нам кажется уже не настолько вкусной, да, и мы стараемся вот есть это. Но мы взрослые люди, а представьте себе дети. По исследованиям Всемирной продовольственной программы более чем 60% детей использовали свои деньги карманные на покупку именно чипсов, кириешек и так далее, других продуктов, которые как раз содержат вот этот вот самый глутамат натрия. Масло. Давайте выберем масло, раз уж мы начали выбирать. Какое масло мы выбираем? А нет, мужчины тоже в магазин ходят, уж я-то знаю. Таласского нету, хорошо, Миша Таласское выбирает, отлично. Какое масло вы выберете? Сары-май, отлично. Так, вкус, так, губа не дура, так, еще что? Что выбираем? Ну, из того, что есть, вы выберете, вот нет ничего в магазине другого. Крестьянское выберете, вот это? Отлично. 72 жирность. Прекрасно. Вот так говорите, не ходят в магазин. Прекрасно. Действительно, обратите внимание, вот маргарины, которые я вот здесь привела, да, они действительно несут большое количество рисков. И эти риски связаны с чем? С трансжирами. То есть дело в том, что жиры существуют тоже, мы здесь привели классификацию, какие жиры существуют. Я не буду на ней сильно останавливаться, вы можете все это детально прочитать. Хотела обратить внимание только на трансжиры. То есть это жиры, которые, попадая в наш организм, нарушают в том числе и клеточные стенки, попадая в клетки, меняют биохимию клеток. И вот как мы можем определить, да, что это такое? Содержат трансжиры. Читаем этикетки. Частично гидрогенизированные жиры, да, или гидрогенизированные жиры. Вот это слово гидрогенизированные или трансжиры, обращайте на них внимание. Если такие жиры есть в продукте питания, не берите его. И, к сожалению, трансжиры на сегодняшний день есть и в мороженом, да, и вот не только в маслах, да, и не только в маргарине, от которого нужно отказаться. Но, например, зачем они нужны? Трансжиры точно так же, как и другие добавки пищевые, позволяют увеличить срок непрогоркания масел. То есть срок годности масла фактически. И получается, что майонез тоже зачастую содержит, да, трансжиры, колбасные изделия и так далее, и так далее. Вот обращайте внимание на это, от них нужно отказаться максимум сколько можно. Там мы привели порог максимальный, какой процент в день можно
ну, как вот, использовать, да, этих транжиров, это буквально 3%. Если мы съедаем одну пачку чипсов, то есть это уже 30%. Представьте себе, во сколько это превышает. Пальмовое масло тоже продукт не очень неоднозначен, и сейчас пальмовое масло, извините, используется везде, особенно производство шоколада, кондитерских изделий и так далее. Ну вот тоже по поводу пальмового масла большие споры, но желательно, чтобы процент пальмового масла был минимальный или исключен. И еще как эколог я хотела сказать, что вот, например, пальмовые плантации, как сегодня добывается это пальмовое масло, оно на самом деле несет огромные риски для естественных экосистем. Поэтому нужно здесь делать выбор в пользу его отсутствия. Биологические риски тоже приведены, многие из них вы слышали, знаете, это бруцеллезы, сальмонеллы, всевозможные листериозы, шерихи коли и так далее. К сожалению, в Кыргызстане довольно высокий процент обсемененности вот этими вот бактериями, особенно и шерихия коли, ряда, в основном, да, с колбасе мы сейчас перейдем, в основном молочной продукции. Колбаса, фуксин. Да, то есть фуксин придает цвет и является веществом, которое тормозит развитие различного рода вот, грибков или там, стафилококков и так далее, микроорганизмов. Но этот фуксин точно так же очень негативно влияет на наше здоровье. Вот, и как это определить, это вот мы здесь тоже приводим пример, помещают в раствор спирта на полчаса колбасу и смотрят, окрасился спирт, фуксин есть, нет, нет. Ну вот и дальше, про Кока-Колу уже 1000 раз говорили, даже тут не буду сильно останавливаться, скажу только, что вот есть риски, что вот есть вот эта пищевая добавка, которая называется бензоат натрия, и именно в соединении с аспартамом, который используется в таких вот пищевых, в таких энергетических напитках, да, и газированных напитках, оно дает очень негативный эффект для организма, именно вот в этом соотношении. Количество сахаров. Вот вы знаете, это тоже большая проблема, потому что на сегодняшний день человечество потребляет куда больше сахаров, чем нужно. И, например, рекомендация ВОЗ о том, чтобы потреблять сахаров 6 чайных ложек в день. Только 6 чайных ложек в день. Причем, коллеги, учтите, что это и добавленные сахара в том числе. Добавленные сахара – это сахара, которые находятся в продуктах питания уже, мы их не видим, то есть мы не складываем их специально, да, то есть мы едим кетчуп, в котором есть сахар, мы едим хлеб, в котором есть сахар, булочки, в котором есть сахар и так далее, да, то есть это 6 ложек сахара, это не то, что вы положили или не положили в чай, да? Это в совокупности. И речь идет о том, что на сегодняшний день для детского организма это слишком большие нагрузки, и через этап это может привести и к сахарным диабетам, и к другим сложностям и проблемам. Поэтому отдельно приведены в этой публикации план по снижению сахаров, в том числе добавленных. Ну вот, я уже говорила про суточное потребление. Вот это отдельного внимания заслуживает микробная система нашего организма. Там прописано, как она устроена, что в ней находится и так далее, и как нужно ее поддерживать, ее функции. Пробиотики, пребиотики, мы все знаем, вот эти Линексы с вами пьем, да, что сейчас большой перечень очень всевозможных вот таких вот микробных, полезных микробных, да, добавок. И вот как правильно их пить, хранить, для чего, вот об этом тоже написано. Вот, коллеги, тоже отдельное внимание, это лекарства или не навреди себе сам. Типология лекарства, какие они бывают, гомологи, синонимы по типу воздействия, особенности применения, связанные с пищей, да, то есть нельзя с чаем, какие лекарства нельзя с алкоголем, после каких лекарств нужно восстанавливать микрофлору, да, это антибиотики и так далее. Упаковка и пластики, можете почитать подробнее, даже не буду останавливаться. И вот советы учителям и родителям, это последний слайд. Речь идет о формировании школьных ланчей, об опорных заданиях, каким образом научить ребенка правильно питаться. Да, это некоторые такие подходы. Планы по снижению потребления добавленных сахаров и тесты на определение недостаточности витаминов. И это, я думаю, что каждому будет интересно пройти и понять, какие микроэлементы и витамины нужно увеличить в своем рационе.